более 100 задержанных, включая женщин, инвалидов и детей во время субботних антикитайских протестов в Казахстане. Большая часть из них – простые прохожие, которые заступались за сограждан и пытались их отбить у полиции. Организатор митингов Мухтар Аблязов уверен, что власть в Казахстане сменится уже в ближайшее время. Да, я поставил задачу до конца года добиться результата, добиться смены режима. В Таджикистане продаются детские конфеты и леденцы, содержащие тяжелые металлы. Власть запрещает их импорт, однако сладости попадают в страну незаконно. Их можно найти на любом прилавке по копеечной цене, и популярность на них не падает. Мы нагревали их до 700 градусов в печи. Если так не получается растопить, то что говорить о том, что происходит с ними в человеческом желудке и кишечнике? В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. МВД Казахстана публикует информацию о 100 задержанных во время субботних митингов. Из них, по официальным данным, к административной ответственности привлечены только 16 человек. А вот у правозащитников другая статистика. В их списке около 130 фамилий. О местонахождении некоторых из этих людей до сих пор не знают родные задержанных. Всю информацию собрала Шалпана Разбекова. Задержание во время антикитайских митингов полиция проводила без разбора. Проверки документов на этот раз не велись. В автозаке полицейские без церемонов волокли всех, в том числе и стариков, и людей с ограниченными возможностями. У этого мужчины при попытке в буквальном смысле затолкать его в спецтранспорт полицейские оторвали протез. Отпусти! Отпусти, это моя дочь! Отпустите! Об этой женщине с 3 дочерьми сегодня говорят все соцсети. На видеокадрах видно, как женщина вместе со старшей дочерью заступается за пожилых людей. Через минуты и задержат ее 19-летнюю дочь. Сегодня в кулуарах правительства министр внутренних дел об этой истории расскажет, как о недоразумении. И она с 2 несовершеннолетними дочками была. Она потеряла свою дочь, обратилась к нашим полицейским для того, чтобы ее найти. Вот эта девушка, которая была 2000 года рождения, которой было 19 лет, это является тоже ее дочерью. Потом ее нашли и матери ей передали. Выйти на митинг 21 сентября призывал лидер запрещенного в стране движения ДВК Мухтар Аблязов. Главным требованием было прекратить экономическое сотрудничество с Китаем. Озвучить свои недовольства народу так и не удалось. Большинство людей задерживали еще на подходе к назначенным местам. Тех, кому все же удалось добраться до площадей, скручивали при малейшей попытке выразить свое мнение о происходящем в стране. Автобус жду я! Задержания прошли не только в Нур-Султане и Алматы. За несанкционированный митинг к ответственности были привлечены жители Шымкента, Уральска, Павлодара, Атырау и Актобе. Правозащитники все еще собирают данные задержанных, но их больше, чем озвучивал министр внутренних дел. 21 сентября было задержано по стране как минимум 126 человек, из которых 22 человека подверглись административным взысканиям в виде штрафов и арестов на срок до 15 суток. Были также сведения о том, что в Алма-Ате стали задержанных вывозить за город, предположительно по причине того, что в алматинских РУВД места для задержанных уже не хватало. На митинге 21 сентября задержали журналистку «Радио Свобода» Азатык. В Нур-Султане в автозаке вместе с митингующими оказалась Сания Тойкен. Чуть позже нашего корреспондента отпустят после проверки документов. Стоит отметить, что, как и в прошлые разы, за задержанных заступались простые прохожие. В итоге их увозили в спецтранспорте в неизвестном направлении. Полиция попытки заступиться за ни в чем не повинных людей воспринимала как сопротивление действиям представителей власти. Сами видели, просили людей разойтись. Кто не расшелся, для профилактической работы повезли в районное управление. Профилактическую работу проведем, и потом люди будут отпущены. В полиции утверждают, что сразу после задержания уже из районного отделения доставленных граждан отпускали после проверки документов. Правозащитники, в свою очередь, отмечают, что, со слов самих задержанных, их удерживали в участках более 4 часов. Согласно установленным правилам, задержание без протокола не должно превышать 3 часов. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Прошедшие выходные акции протеста мы обсудили с их организатором, лидером запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор» Мухтаром Аблязовым. Мы с ним побеседовали по скайпу. Я напомню, опальный казахстанский политик проживает в настоящее время в столице Франции, Париже. Предлагаем вашему вниманию это интервью. Господин Аблязов, здравствуйте. Прежде всего, открытый вопрос. Как вы оцениваете события в Казахстане в минувшие выходные? Здравствуйте. События я оцениваю, если
с точки зрения развития нашего политического движения, считаю, что достаточно все неплохо. Политический сезон осенний начался, и власть показала свой жуткий испуг. В принципе, я думаю, это просто показывает реальную оценку ситуации с их стороны. То есть они напуганы. Это очень важно. Вы неоднократно говорили и продолжаете говорить, что если на акции протеста выйдут от 80 до 100 тысяч казахстанцев, то власти обязательно прислушаются к требованиям, потому что, как вы говорите, власти просто испугаются. Но такого количества людей собрать пока не удается. В чем причина, как вы думаете? Я говорю не совсем так, как вы сказали. Я говорю 3,5-5% от всего населения страны. В стране у нас чуть больше 18 миллионов. Это от 500 до 1 миллиона человек. Такого количества достаточно для не то чтобы прислушались, для полной смены режима. Что касается выхода людей, почему мы еще этого не добились, я хотел бы просто буквально привести примеры в динамике. Нужно смотреть не в статике, а в динамике. 17-й год, когда я начал свою политическую деятельность после выхода из тюрьмы, объявил о создании демократического выбора Казахстана, не было ни одного митинга. В 2018 году начались первые акции с марта 2018 года, и первый митинг был 10 мая, 23 июня следующий, 6 июля третий. Вот, собственно, вот весь 2018 год в такой динамике был, и при этом нам 23 июня и 6 июля власть не дала провести митинги, в принципе, заблокировала улицы, там все прочее. 18 год, теперь смотрите, 19-й. Начиная с февраля месяца, мощнейшая динамика. Акции, митинги, выход матерей. 1 мая большое количество было, тысячи в Алмате, тысячи в Астане. 9 июня, 6 июля и вот в сентябре. Поэтому все нужно смотреть в динамике. И динамика мощная. Угу. Ну вот у меня просто, я еще хочу спросить, может граждан Казахстана просто устраивает нынешняя жизнь и нынешняя власть, поэтому столько людей не выходит, вот столько бы, сколько бы вам хотелось? Да, не только в этом дело, потому что наши люди политически, скажем, плохо были образованы, они не понимали, в чем причина, почему они плохо живут. И сейчас это уже сильно изменилось. Мы провели большую работу, и по динамике этих митингов, по количеству уже видно, что это все, скажем, будет в прошлом. И все зависит от нас. И нам власть сильно помогает, нас сильно рекламирует. Они закрывают улицы, площади, мобилизуют армию и все прочее. И таким образом они нам просто помогают. Я откровенно скажу, я хотел поблагодарить власть, что они заблокировали улицы, города, выключали интернет. Особенно 2 года подряд был выключен интернет, когда я выступал в прямом режиме, в прямом эфире. Поэтому эта ситуация меняется. АДВК знает вся страна. Теперь осталось добиться главного. Мы будем сейчас продвигать наши программы и будем более тщательно организовывать эти митинги. И количество людей, безусловно, вырастет. Безусловно, потому что недовольных режимов более 90% населения. Господин Авлязов, давайте вот о чем поговорим. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вроде бы пытается наладить диалог между властью и гражданским обществом и не против акций протеста. Главное, по его словам, чтобы все было в рамках закона. А как вы думаете, есть ли шанс, что в скором времени ситуация с народным волеизъявлением изменится в лучшую сторону? Народное волеизъявление во всем мире и в Казахстане, в том числе, для этого есть институты. Это парламент, это местные органы власти, которые должны избираться народом. Все остальное, типа НСОТ, где собрал он своих людей, лояльных власти, и просто где руководит этим, это не является демонстрацией диалога с народом. Диалог с народом – это выборность, это разрешение проведения митингов, и тем более, что Казахстан подписал пакт о гражданских правах, все прочее, и Токаев был заместителем генерального секретаря. Он прекрасно знает, что это соглашение, подписанное в 90-х годах, ратифицировано Казахстаном, и у наших граждан есть безусловное право выходить на улицы, выражать свое мнение, свобода СМИ, и всего этого нет. Поэтому все, что он говорит, это декларация, он ничего не решает, это президент, номинал, над которым стоит Назарбаев. Это очевидно. Ну вот понятно, что лично вы для казахстанской власти раздражительны. Но как вы думаете, почему полиция так жестко разгоняет митинги? Вот в субботней акции протеста в автозаке затолкали девочку и даже мужчину с протезом. Я не могу быть один раздражителем сам по себе. Я такой же человек, которого легко посадить, убить, что угодно сделать. Просто через меня власть реально ощущает угрозу
угрозу реальную со стороны нашего населения, гражданского населения. Я просто наиболее грамотно мобилизую эти протесты, и поэтому власть сильно реагирует. Она реагирует не на меня, а реагирует на свой народ. Не я там стою на улицах, не я протестую, не я там сижу в тюрьмах. Это люди выходят сейчас сотнями и тысячами, завтра выйдут десятками тысяч. И власть, анализируя ситуацию по всей стране, у нее есть разные группы, которые изучают социальные срезы, они знают общественное настроение, знают, что оно плохое. Когда пропагандист режима Ертысбаев вышел в эфир, он был оплеван всей страной. И они это прекрасно знают. И мобилизация, и полиция, и все прочее, это только отражение их знания, их страхов, их понимания реальности. Они прекрасно знают, что народ очень сильно настроен против власти. Господин Аблязов, не так много времени осталось. Вот последний вопрос очень хочу вам задать. Вы говорили, что нынешняя архитектура власти в Казахстане через полгода рухнет, как карточный домик. За отсчет вы брали выборы президента. Вы по-прежнему так считаете? У нас полминутки. Да, я поставил задачу до конца года добиться результата, добиться смены режима. Если даже я ошибусь, то я думаю, что это ненадолго ошибусь, на небольшое количество месяцев. Настроения плохие, и власть не способна изменить ситуацию. Они только имитируют бурную деятельность, обманывают. Сейчас это уже никого этим не купишь и не обманешь. Я буду добиваться этого. Посмотрим, как жизнь покажет. Господин Аблязов, большое вам спасибо за интервью. Всего доброго. До свидания. Спасибо. По мнению правозащитника главы Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса, приказ о жестком задержании митингующих отдает не полиция, а Совет Безопасности, во главе которого стоит первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Все это идет от, ну, будем говорить так, называть Совета Безопасности, который руководится, так сказать, нашим первым президентом. То есть это идет оттуда. Никаких сомнений у меня в этом нет, потому что маловероятно, что это просто в рамках приказов, которые отдает местная полицейская служба. Это политические решения. То есть нужно, во-первых, вести бескомпромиссную войну с Аблязовым и всех, кто его поддерживает, доказано это или не доказано. И второе, демонстрировать в каких-то ситуациях вот такую вот неоправданную жесткость для каких-то целей. Эти цели могут быть либо просто запугать, хотя я не уверен, что это кого-то пугает уж в такой степени, либо в рамках очень сложных, так сказать, политических баталий, скрытых игр и, будем говорить так, конфликтов на самом верху. Евгений Жовтис также считает, что на акции протеста выходят не только сторонники запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор». Протестный процесс в Казахстане развивается, и у людей есть свои мотивы не соглашаться с работой и политикой властей. Люди выходят, потому что их не удовлетворяет окружающая среда, не удовлетворяет то, как управляется государство, не удовлетворяет политическая обстановка. И второе, у них есть причины выходить. То есть для того, чтобы выйти там, против лагерей в Китае, где в том числе и казахские граждане, не нужно призыва Аблязова. Нужно просто знать, что такие лагеря есть, и с ними не соглашаться. Поэтому это не вопрос, в какой степени, так сказать, выходящие выходят по призыву. Просто господин Аблязов совершенно естественным образом любые ситуации использует, привлекает к ним внимание, так сказать, призывает людей, а уже кто выходит и почему, не обязательно сторонники ДВК. И последнее, ситуация в Казахстане развивается, и видно, что она развивается стремительно. Все больше людей втягиваются по разным причинам в этот протестный процесс. Это и молодежь, это и те люди, которые недовольны социальными проблемами, и все больше и больше политических требований. И я думаю, что в какой-то степени то, что новый президент или его команда к этому начинает привлекать внимание и говорить о политических реформах либерализации, связано и с их оценкой прошедших выборов и с общим процессом. Поэтому тут никаких сомнений нет, что протестный потенциал растет. Вот. А господин Аблязов, естественно, как один из таких серьезных политиков, пусть и находящихся за рубежом, он в этом процессе участвует, прямо или косвенно. На фоне массовых акций и арестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев прибыл в США. Там он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе этого визита ожидается также встреча казахстанского лидера с главами ряда государств. Однако главной целью визита за океан называется привлечение американского капитала в экономику Казахстана.
На днях в американском издании The Hill была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева, в которой президент написал, что ему хотелось бы видеть больше американских компаний и инвесторов, вовлеченных в казахстанскую экономику. На фоне прошедших в Казахстане антикитайских митингов подобное заявление президента выглядит неоднозначным. Касым-Жомарт Токаев, видимо, своей статьей дает сигнал не только западным инвесторам, но и казахстанскому обществу, мол, не Китаем единым будет живая экономика страны. Я хочу улучшить инвестиционный климат и сделать так, чтобы международные партнеры при ведении бизнеса в нашем государстве чувствовали себя в безопасности и комфорте. Среди этих партнеров более 700 американских компаний, которые справедливо считают Казахстан коммерческим центром региона. В их число входят NASDAQ и Goldman Sachs, которые стали акционерами международной биржи Астаны. Эти деловые связи только укрепились с января 2018 года. Именно тогда было подписано соглашение о расширенном стратегическом партнерстве между нашими государствами. В прошлом году приток инвестиций США в экономику Казахстана увеличился на 45%. Я напомню, визит Касым-Жомарта Токаева в США первый в статусе президента Казахстана. Ранее он в течение почти 3 лет работал на посту заместителя генерального секретаря ООН. Пресс-служба казахстанского президента сообщает, что во время выступления на Генассамблее Токаев расскажет о том, как Казахстан видит решение проблем продовольственной безопасности, здравоохранения, образования и экологии. В целом, 74-я сессия будет посвящена теме консолидации усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода. Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане продаются детские конфеты и леденцы, содержащие тяжелые металлы. Власть запрещает их импорт, однако сладости попадают в страну незаконно. Их можно найти на любом прилавке по копеечной цене, и популярность на них не падает. Мы нагревали их до 700 градусов в печи. Если так не получается растопить, то что говорить о том, что происходит с ними в человеческом желудке и кишечнике? Мы продолжаем нашу программу. Хорошо забытое старое примерно 10 тысячам китайских журналистов необходимо будет в ближайшее время сдать экзамен на знание основ марксизма-ленинизма. Это новые условия для получения журналистской аккредитации, без которой работать по профессии в стране невозможно. Как сообщает газета South China Morning Post, помимо марксизма-ленинизма, работникам госпропаганды необходимо будет продемонстрировать знание трудов действующего председателя Компартии Китая Си Цзиньпина. Экзамен призван проверить журналистов на лояльность к лидеру партии. Для упрощения обучения идеям коммунизма отделом пропаганды Компартии Китая в январе этого года было запущено специальное мобильное приложение. Сегодня туда были загружены примеры экзаменов. Сообщается, что тестирование работников ПИРА также будет проводиться через эту программу. Тем, кто не смог сдать экзамен в первый раз, дается второй шанс. Те журналисты, которые провалят обе попытки, будет отказано в работе с СМИ. Ожидается, что после проверки пекинских журналистов экзамен распространится на всю страну. В огне не горят и в воде не тонут. Таджик-стандарт изымает из продажи дешевые китайские конфеты и леденцы. Они оказались очень вредны для здоровья, содержат тяжелые металлы. По данным лабораторной проверки, некоторые из этих конфет не тают и не плавятся даже при температуре 700 градусов по Цельсию. Это, к слову, температура плавления магния. Однако на практике убрать сладости с прилавков мелких ларьков и конфисковать товар у личных торговцев не получается. Уж слишком эти леденцы популярны у детей. Анушерван Арипов продолжит тему. О вреде китайских недорогих конфеток жители Таджикистана знают давно. Большинство родителей борются с ними кардинальными методами. Не дают детям карманных денег и строго следят за каждой покупкой. По крайней мере, так говорят все опрошенные душанбинцы. При этом, по данным чиновников, эти конфеты очень популярны. Найти их у уличных торговцев несложно, стоят они копейки. И покупают их детям в половине случаев именно родители. Мы вообще денег не даем ребенку, да и в школе им запрещают деньги иметь, потому что везде эти сладости китайские с химией продаются. Ребенок может купить что угодно, и поэтому сыну я денег не даю. А вот какую в среднем сумму, вот, когда... Не больше 5 самон. А почему такая сумма? Достаточно. Достаточно. 5 самон? Да. Покупаю им только йогурты и чипсы.
Я не разрешаю детям покупать что-нибудь на улице и в ларьках, особенно эти китайские конфеты. Каналы поставки китайских леденцов и конфет в Таджикистан неизвестны. Завозят их нелегально уже много лет. В стране проводят проверки только после поступления жалобы на торговцев. Поэтому полностью контролировать рынок якобы невозможно. Недавно были проведены лабораторные исследования конфет и открылись шокирующие подробности. В их составе есть свинец, цинк, кадмий и медь. Всего за $1 я купил целую кучу конфет из тех, что запрещены к ввозу в Таджикистан. Это было очень легко сделать. И сейчас я бесстрашно попробую некоторые из них и расскажу, на что они похожи. Вот эта вот сосочка небольшая, вроде бы как конфеты для маленьких детей. Надпись на китайском, ничего не понятно. Запах очень острый, резкий. На вкус ничего, но немножечко горчат. Так, вот такая круглая жвачка, похожая на футбольный мяч, тоже стоит совсем недорого. Здесь такая яркая красная конфетка. Вот, ее открыть очень сложно. Приторно-сладкая, жевать очень тяжело. Вот, она очень жесткая и приторная. Вот эти конфетки вроде как аналог M&M's или Така. Цвет довольно-таки у них неровный, то есть с пятнышками. Но вкус ничего. Эти конфеты могут стать причиной более чем 200 заболеваний. Сладости могут привести к непоправимым последствиям для здоровья. Особенно они опасны для детей до 5 лет. Не горят вообще. Температура человеческого организма все 36-37 градусов. Мы нагревали их до 700 градусов в печи. Если так не получается растопить, то что говорить о том, что происходит с ними в человеческом желудке и кишечнике? Почему в стране продавцов откровенного яда в форме леденцов и конфет не привлекут к уголовной ответственности, непонятно. Пока контролирующие органы ограничиваются конфискацией такого товара. Что дальше, неизвестно. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В Узбекистане откроют исторические документы периода до 1917 года. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Государственному архиву и службе государственной безопасности поручено до 1 июня следующего года принять меры по рассекречиванию архивных документов. Кроме того, президент поручил в 3-месячный срок внести предложение в Кабинет министров Узбекистана по созданию единой информационной системы «Архивное дело» с полным охватом процессов и интерактивными поисковыми возможностями. Я напомню, в госархивах Узбекистана, помимо части документов туркестанского генерал-губернаторства, хранятся также документы Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Исторические материалы по большей части ныне не представляют государственной важности, однако являются очень ценными для исследования колониального периода Центральноазиатского региона. В Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии Эмми, которую присуждают телевизионным программам. Лучшим драматическим сериалом второй год была подряд названа «Игра престолов». Последний сезон фэнтези-сериала был выдвинут в 32 номинациях и получил больше всего наград в этом сезоне. Актер Питер Динклэйдж, сыгравший в нем Тириона Ланнистера, получил награду как лучший актер второго плана. Сериал «Чернобыль» об аварии на атомной электростанции 1986 года был признан лучшим мини-сериалом. Также награды получили его режиссер Йохан Ренке и сценарист Крейг Мейзин. Надеюсь, наш сериал хоть немного помог напомнить людям о ценности правды и опасности лжи. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. В этом году Болгария вышла на улицы. Коммунисты, вон! Вмешательство агентов госбезопасности в жизнь людей до сих пор запретная тема. Каждый гражданин должен распутывать свою историю самостоятельно. Человек вправе иметь тайны. Мои родители никогда мне не рассказывали о службе государственной безопасности. Я бы хотела открыть дело человека, который умер. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гостя» Зурабом Двали. Всего лишь в 60 километрах от литовской столицы Вильнюса расположен удивительный, живописнейший край озер Молетай. Никогда не думал, что у меня появится шанс
сесть за руль этой роскошной машины. Какое замечательное место и как